Угрозы были? Мочили с двух сторон. Это взаимодействие с государством? Проедаем сбережения. В мирный протест ты веришь? Главное не охреневать от этого всего. В каталоге зашкваров группы Джей Морс. Давайте-ка вот без цирка. Что ты уедешь? Вот Хераки пришел еще президент страны. Меня по-прежнему зовут Никита Мелкозеров. Канал по-прежнему называется «Жизнь Малина». Мы с пацанами во всю мощь мчим к новому интервью. Сегодня к нам пришел Владимир Пугач, человек, который 20 лет делает рок-н-ролл в Беларуси. А что ты ощущаешь, когда читаешь новости о паковании артистов? Ярость. Вот про Пашу Рокеляна прямо ярость. Вот до какого дна еще можно докатиться? Это все просто подогревает. То есть они, я уже говорил сегодня об этом, мне кажется, у них желание запугать, в итоге это народ просто злит еще больше. Как общество изменит нынешнюю ситуацию? Произошло качественное историческое изменение, произошел какой-то скачок. Мы из населения постепенно стали, даже не постепенно, а скачкообразно стали превращаться в гражданское общество. То есть было население, да. Стало гражданское общество. Становится, да. Понятно, что это не одного дня процесс. Мы превратились в нейросеть, которая взаимодействует друг с другом, которая может формулировать требования, которая умеет реагировать на события. Мы становимся народом. И вот это чувство, у меня чувство гордости это вызывает. А как, по-твоему, изменится роль женщины после произошедшего? Роль женщины будет достойной, такая, какая должна быть роль женщины. А была? Белорусское общество слегка патриархальное, безусловно. Несколько консервативное все-таки было. Сейчас очень много происходит вот в стране, что провоцирует общество, что подталкивает общество развиваться, что делает белорусское общество в большей степени прогрессивным, конечно же. И отношение к женщине должно быть уважительное, а сейчас просто нет вариантов. Оно таким и будет. Станут ли белорусы больше любить свое? Да, вот это точно. Потому что белорусы стали гордиться собой, наконец. И вот сейчас, на 90, не помню, какой сегодня, 4-й, 5-й день протестов, с учетом усталости, у тебя такое же ощущение? Что... Да, так это движение в одну сторону. То есть... Ты хочешь сказать о том, что он не останавливается, оно замедляется ввиду какой-то усталости или что? Этот процесс не может идти равномерно. Ну, просто в силу миллиона факторов, которые на него влияют. Погода на улице, день недели, там, не знаю, еще что-то. Дело не в том, сколько человек вышло на протест в конкретное воскресенье. Дело в том, что это просто так не закончится. Потому что ведь что происходит? Вот до событий этого электорального периода, как мне кажется, Беларусь была устроена так. Была какая-то небольшая часть населения, которая поддерживала власть, и была небольшая часть населения, которая всегда последовательно была настроена остро против власти. А посередине? А посередине было большинство, которым просто не сильно это интересовало. Не потому, что они трусы, не потому, что они конформисты. Может быть, просто потому, что они считали, что в Беларуси ситуация такая, какая она есть, и просто давай мы будем проживать свою жизнь и тратить время на это все. Но что произошло этим летом? Вот эта самая индифферентно настроенная масса людей, она очень сильно отреагировала на, во-первых, предвыборную кампанию, потому что вот все традиционные оппозиционные силы, которые были во все предыдущие электоральные периоды, это люди, которые по большому счету появлялись из ниоткуда за месяц-два до выборов, а потом через месяц-два после выборов куда-то пропадали. И чаще их можно было встретить, например, в Брюсселе, чем в Пружанах. А вот эти ребята, вот они объездили всю Беларусь. А эти ребята – это новые ребята? Да. Ну, во-первых, в принципе, новое поколение политиков, да, я бы так сказал, они сильно отличаются от традиционных, потому что эмоциональное привыкание и усталость от тех политиков тоже у народа была. А тут новые, которые взбодрили многих вот из этой основной массы, в том числе и меня. Я поверил тогда Миленкевичу, оговорка по Фрейду. Я поверил тогда Бабарика, я, честно говоря, собирался за него голосовать, если бы его допустили. И потом всю вот эту индифферентную массу, которая вдруг встрепенулась, еще и разозлили. И они теперь вот в то состояние, никак не вернутся. Это психологически уже невозможно. Вот уже они не забудут этого всего, они не могут это развидеть, расчувствовать. Они все уже эмоционально привязаны к ситуации. Поэтому сейчас неважно, сколько людей выходит в воскресенье в это. Это, в принципе, в другую сторону. Вот этот антирейтинг,
который они себе последовательно каждый день нарабатывают, он не изменится. Он в меньшую сторону не изменится. Он может ситуацию только нагнетать. И у меня нет никаких, я не специалист, не политик, естественно, не эксперт. Я понятия не имею, чем это все и когда закончится, но антирейтинг просто так не пропадает. А фраза из начала года. Я не смотрю порно, для этого у меня есть новости по Евроньюз. Я так понимаю, что ввиду нынешней ситуации к порнографии ты не вернулся. Не вернулся, да. Потому что история про то, что казалось, что вот уже все плохо, а снизу постучали, это лозунг всего года, похоже. Ты, в принципе, смотришь телек, какое место он занимает в твоей жизни? Я Евроньюз только смотрю. Фоном, и все. Ну, то есть не смотрю, сажусь, а включаю, там что-нибудь делаю. Когда хочется новостей каких-то хапнуть быстро, когда устаешь от телеграм-каналов. Вопрос по телеграм-каналам. В плане, у человека спрашивал, который устроился когда-то информационный детекс на 1,5 года. Было такое, да. Как не уставать от телеграмма и как ты разгребаешь свою ленту? Я подписываюсь, очень тщательно выбирая источники и по рекомендациям. И я где-то дня 2 в неделю от всего отписываюсь сейчас, потому что мозг болит. И потом опять подписываюсь. Ну, там дня 2 в неделю просто потом узнаю новости от друзей. Там, типа, вот еще как можно было. Там, вот еще где дно. Так вот, 2 дня в неделю просто от всего отписываюсь, потом подписываюсь назад. А новость, которая оказала наибольшее влияние, либо как-то удивила за последние 3 месяца? За последние 3 месяца? Именно за последние 9 3 месяца? августа 2020 года. Ну, это просто был день. Есть какая-то конкретно? Нет, я охренел, до какой степени может низко пасть человек. Описывай. 9 августа. Когда люди приняли решение калечить и бить собственный народ, я охренел просто от этого. Я не знал, что так можно. Ну, просто охренел. Сильно. Я думаю, что многие. Это были что? Это когда пошли новости, когда пошли фотки, либо когда они там набрали, сколько они людей забрали? Там 10 тысяч, 12, да. И потом вот эти все новости про то, как их истязали и били. Ребята, вы что? Это 21 век, центр Европы. Я не верю. И потом 3 месяца мы все вместе пытались это осознать. Ну, вот сейчас уже осознали. То есть такого информационного шока, как, например, с ночи с 9 на 10 августа, когда дали интернет, такого шока уже больше не было? Нет. Потом я понял, что мы имеем дело с лютым, немотивированным злом. И все. Ну, последний раз у меня такой шок был, когда я в прямом эфире почти видел по Евроньюз 20 лет назад, как складывались башни-близнецы. Вот, пожалуй, с этим можно сравнить. А ощущение 9-10 августа? Что у нас, проснулся дракон. «Хоббит», если смотрел, да, вот когда во второй, кажется, части «Хоббит» Бильбо бегал, искал этот Аркенстоун, камень по золоту, и там был момент, когда зашевелилось золото, и так открылся глаз дракона. Вот такое ощущение. А в плане телека 20-летнего, ты помнишь, как в него попал? Я попал в телек? Да. Но я попал в телек, как и все артисты тогда. Были музыкальные программы. На тот момент рейтинговые, к чести ОНТ, на тот момент, они делали очень крутые, лучшие в Беларуси музыкальные программы с просмотрами, с хорошим рейтингом. Их делал Егор Хрусталев тогда. Это что-то вроде «Песни года». И было приятно, когда ты там попадал. Там они устраивали какие-то конкурсы, места раздавали. А ты как это воспринял? Ты потом сидел, записи смотрел или как? Вот именно в плане удовлетворения собой. У меня на тот момент и телека это не было. То есть я просто приходил, снимался в этих программах, а мама смотрела. То есть маме было приятно. И как мама потом звонила? Мама, да, конечно, это счастье большое для мамы до сих пор. Сейчас она смотрит, папа мой с интернетом дружит, поэтому он ей все показывает, где что находит. Связано с тобой? Ну да. А тогда это только телек был. У вас на 14 февраля стоит концерт. Ну да. Правда, что вы его собираетесь сыграть уже в Новой Беларуси? Конечно. Надо же во что-то верить. Ну а как по-другому? Это вера или какие-то, не знаю, рациональные? Чем ты это обосновываешь? Никакой конспирологии. Просто вера. Да в любом случае, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, нужно верить в себя, верить в то, что ты делаешь, ставить перед собой цели и идти к ним. Страх. Нас там в соцсетях спрашивают, а вы не боитесь ставить концерт?
Если мы боялись, мы бы альбом не выпускали. Мы так или иначе в этой, вот, как я уже сказал, странной повестке стрёмной должны заниматься тем, чем мы занимаемся. То есть облегчать жизнь людям, которые нас всех тут пытаются раздавить, не надо. Надо жить, надо играть концерты. Если на них придут люди, если концерт состоится, отлично, мы в это верим. В мирный протест ты веришь? Да. Почему? Ну, потому что то, что сейчас происходит в Беларуси, в этом есть динамика к позитиву. Я скорее опасался бы протеста не мирного, я скорее бы опасался обострения эскалации, если появится насилие, потому что именно это развязывает руки тем, у кого больше автоматов. И у них будет повод стрелять в людей, ну, с их точки зрения. Сейчас они выглядят тиранами. Потому что люди, которые мирно выходят, а их начинают бить, это же не может длиться бесконечно. То есть антирейтинг не может расти больше 100%. Потом это как-то должно эволюционировать во что-то. Поэтому да, я верю в мир. Это тяжело, это долго, это терапия, а не хирургия, но я верю в терапию. Как ты стал членом Координационного совета? Подал заявку. Все просто, прям написал. Что дальше? Мне написали, что я принят, и мы собирались какое-то количество раз, потом начали таскать. Таскать, задерживать, ты имеешь в виду? Да, задерживать членов именно точечно. Там есть президиум. А ты в основном составе? Да, я в основном составе. Объясни, президиум это вот было 7 человек? Да, основной состав это вот чуть больше 40. И еще есть расширенный состав, где много активистов, которые вошли и много чем занимаются. Основной состав чем занимается? Основной состав занимается, курирует благотворительные проекты, в большом количестве которых существуют фонды, ведет информационную повестку, которая очень важна. Постоянно нужно, казалось бы, в этом нет никакого смысла. Все в Беларуси и так понимают, что происходит. Зачем им писать, что мы против того-то, и мы озабочены, возмущены этим и так далее. Оказывается, нужно, потому что кроме Беларуси существует весь мир, который на нас смотрит. И неплохо бы, чтобы кто-то взял на себя роль четко, здраво, по делу формулировать позицию, отличную от позиции государства. Не страшно тебе? Ну, периодически бывает. Периодически бывает не то, что страшно, а бывает неприятно, что, хочется, чтобы скорее все это закончилось. Ну, вот когда вот эти вот моменты отчаяния, они бывают. Ну, каждый день любой белорус сейчас, который находится в медиаповестке, проживает маленькую жизнь. От удивления, ярости, гнева до отчаяния. Или наоборот, от отчаяния до гнева и потом к надежде. И вот этот вот эмоциональный калейдоскоп каждый день проживаешь. В какой-то момент тебе хочется действительно все бросить и заснуть. И проснуться как в Comedy Club через год после комы. Но этого невозможно, поэтому держишься, как и все. Ты можешь вспомнить конкретные моменты отчаяния, когда ты был на грани того, чтобы сдаться? Я не могу привести какой-то пример, но бывает, смотришь вот эти новости про избиение, видосы, и прямо хочется или орать, или просто вот закрыть глаза и забыть. Как моя дочь говорит, развидеть все вот это. Вот такие моменты бывают. Но потом берешь себя в руки, живешь дальше, веришь, переживаешь очередное воскресенье, понимаешь, что тебе ничего не приснилось, что идем дальше. Угрозы были? Прямых мне напрямую нет. А косвенные? Были. А какого рода? Как это происходит? Передай Вове, что... Чтобы сменил телефон и на 2 месяца уехал. То есть такое уже было? Да. Однажды? Да. Какая реакция? Мы поехали в песочницу играть концерт. Что за боевик с песочницей? Это была серия концертов, это же не просто наш концерт. Там до этого Леник выступал, Валион Вольский выступал Леницкий за пару дней. И мы должны были выступать. Но именно в день нашего выступления мы приехали на саундчек, на отстройку звука, там за пару часов до концерта. Поскольку площадка открытая, там уже были люди, которые пришли туда пораньше и видели наш саундчек. Там было, прям много уже народу собралось. К моменту, когда мы расходились, наверное, человек 500 уже было, да? Ко мне подошел человек, представился офицером, внимания, АБЭПа, сообщил, что мне попросили вам передать, что готовится провокация, могут пострадать люди. Я говорю, и что вы предпринимаете как милиция?
Они говорят, ничего мы не предпринимаем, вы просто вот, до вашего сведения, вы решайте сами, что делать. Потом, как я понял, такую же информацию передали владельцам площадки. И, как мне рассказывали, я в этот момент находился на сцене, но говорят, что ко входу подъехали какие-то химзащите люди, не знаю, санэпидемстанция, это что-то такое, с желанием провести срочную дезинфекцию от коронавируса. И стояли, ждали отмашки. Во время всех этих диалогов на сцене стояли музыканты и продолжали отстраивать звук. То есть никто никуда не выходил. И в какой-то момент пришли хозяева, и я говорю, что давайте, раз такая история, ну действительно, вот если вот пришли и сказали, что возможна провокация, может она и возможна. Вот пришли люди, которые этой информацией не владеют, сказали только нам. Здесь уже 500 человек стоит. Вот, а вдруг это правда? И вот мы имеем право им об этом не говорить? Мне кажется, не имеем. И я говорю, давайте мы тогда им скажем, они все уйдут, а мы прямо отсюда сделаем онлайн-трансляцию. Прямо вот на этой сцене, вот сейчас, здесь. Просто поставим камеру и отсюда сделаем онлайн, а люди пусть уйдут. Ну, в итоге не удалось нам убедить никого, пришлось уехать. При этом я попросил, чтобы хозяева площадки вышли и сообщили об этом народу. После чего вышел я, сообщил им то же самое, что вот нам не дают провести концерт. После чего химзащита тут же уехала, вот это вот люди, которые собирались опрыскивать. Но еще на всякий случай на заводе везде вырубили электричество. Ну, такая история. Мы поехали, тоже это было не просто быстро найти площадку, где можно было бы сделать онлайн-трансляцию с аппаратом, со всем. Но мы нашли, пару часов это, наверное, длилось, приехали, сыграли. Всем большое спасибо, кто смотрел. Я так понимаю, что вот тройку необычных концертов дополнено выступление перед шахтерами. Да, это была наша идея. Это вот были моменты, когда шахтеры стали вслух заявлять о своих позициях, о свои требования. И очень хотелось их поддержать, потому что, в моем понимании, это очень важно. Именно вот когда работяги начинают вслух говорить о том, как они относятся к происходящему. И мы поехали в Солигорск на площадь просто сыграть ребятам концерт. Там на 6 вечера договорились, приехали без 15 или без 26, площадь пустая. Мы такие стреманулись. Мы вообще ехали в никуда, это очень сложно понять сейчас, как это происходило. То есть мы не с городскими властями никто не договаривался. То есть вот приезжаешь на площадь, вот сцена, выходишь и играешь. У нас такого не было никогда. В общем, приезжаем, пустая площадь, мы не понимаем, что происходит. Подошли ребята, журналисты, мы им интервью дали, и через 15 минут, ровно в 6, площадь стала заполненной. То есть они очень организованно пришли, мы вышли на абсолютно пустую, необустроенную сцену, мы все привезли с собой. Никаких саундчеков, не было на это ни времени, ни возможности. Выставились, как успели, и сыграли им там сколько минут, наверное, 30, 40 концерт. Поблагодарили за то, что они есть, и поехали в Минск. Слава богу, доехали, все было хорошо. Окей, третий концерт – это площадь перемен. Это был второй хронологический, да. Ну, тем не менее, дополняет этот ряду. Какие остались впечатления? Очень бодрые. То есть это для меня была возможность лично познакомиться с этими ребятами, которые создают такие кондоминиумы, такие вот общины в месте, где живут. И уровень самоорганизации, до чего дошел в стране, можно понять, когда ты вот воочию приезжаешь там в Каскад, там в площадь Перемен или еще вот где мы играли концерты. Восхищен, потому что мы приехали, и нам говорят, а теперь на балкон. Я говорю, почему на балкон? Потому что внизу нам не дадут сделать концерт. Отлично. Мы пошли на балкон, выставили аппарат, стали играть. И я-то с балкона не видел ничего, что происходит вокруг. А потом на Тутбае узнал, что, оказывается, за мной там охота была, или пытались ко мне ворваться на этот этаж. Но в итоге ничего не получилось, либо не сильно хотели, либо не смогли. Я спокойно допел, никто не срывал концерт. Там не очень было понятно, видимо, журналистам, которые это писали на Тутбае. Но фактически я допел до конца и просто ушел в помещение, в котором я переодевался, где там мой кейс от гитары лежал, вещи мои. И через час где-то мы разъехались. Но это было стрёмно? Да, это было стрёмно. Потом, когда я увидел на Тутбае, что происходило вокруг меня, я-то этого не видел во время концерта. То есть именно видос посмотрел? Да. Потому что я же не знал всего вот этого. Я знал, что типа внизу нельзя, потому что там внизу охраняют... Они же там стояли, охраняли вот этот у них мурал, который они все время закрашивают, они их опять рисуют. В какой-то момент там был период, когда стояла
круглосуточная охрана этот мурал охраняла. И, видимо, предположили, что если я прямо рядом там разложусь и начну играть, они не дадут мне этого сделать. Поэтому они придумали балкон. И оказалось, что и это не устраивает этих ребят внизу, охраняющих мурал. Они попытались ко мне туда пробраться, но не успели. Но это все игра, потому что если они захотели, они меня нашли на следующий день бы и арестовали, условно говоря, если нашли бы повод для того, чтобы это было... Ну, то есть нашли бы повод. Во всяком случае, до меня не добрались. Возможно, не хотели просто прекратить концерт. Если так все продолжится дальше, ты уедешь? Нет, я не уеду. Но я верю в то, что все закончится хорошо. Я хочу быть частью вот этого процесса, я уже говорил. То, что это историческое время? Да. В это историческое время я хочу быть частью вот этой нейросети, которая сейчас проснулась в стране. Не все это понимают, но у меня есть четкое ощущение, что произошел тектонический сдвиг в сознании. То есть мы становимся именно гражданским обществом. Вот в том самом классическом понимании, где каждый чувствует ответственность за всех. Не 100%, но это тенденция, это рост. И я никогда так не гордился соотечественниками, как сейчас. Вот это ощущение гордости за себя, за страну, за людей, за то, как происходит готовность отдать последнее, взаимопомощь. Вот это прям круто. Я никогда не ожидал от нас этого. Это есть. Состоялся релиз альбома. Конгратуляции. Вы обсуждали в команде, почему именно через телегу релиз? Мы обсуждали, более того, мы сами это придумали. Придумала это Оля, вот, которая со мной сегодня пришла. Это самый простой и доступный способ сделать так, чтобы твой альбом послушали сейчас. А поскольку ситуация, в которой мы живем в Беларуси, подстегивает к тому, чтобы мы друг друга поддерживали и помогали, и давали все, что у тебя есть, конечно же, речь не шла его пытаться продать. Мы, естественно, его просто выложили бесплатно. Если ты выкладываешь бесплатно, надо выкладывать в тех СМИ, которые сейчас просматриваются, потому что многие приличные СМИ вынуждены были работать в основном через телеграм-канал, потому что их сайты периодически блокируются. Вот, поэтому Телеграм. Сравнение ощущений. Первый альбом и вот нынешний. Что это? Ну, это разное совсем. Когда ты делаешь первый альбом, ты вообще не можешь... тебе не с чем сравнить. Ты сделал первый альбом. Тогда издать альбом, это было напечатать. Физически носить. Пока ты не напечатал альбом, ты его не издал. Потому что все остальное, это... Napster тогда был, да и то пиратский, наверное, к тому моменту. Поэтому вот я издал альбом, это я напечатал диски. Их можно взять в руку, там, подарить кому-то, продать в магазине и так далее. Как ты себя вел тогда, когда вот тебе выдали там какое-то количество твоих кассет? Как, стал их дарить с подписями, там, это приятно всегда. Когда ты видишь результаты своей работы, чем очевиднее они выглядят в объективной какой-то форме, отличной от твоих замыслов, тем приятнее, конечно. Но сейчас это по-другому. Сейчас мы, когда выложили альбом в Телеграм, на следующий день, естественно, он появился на всех платформах, там Яндекс.Музыка в том числе и прочее. И для меня вот это уже теперь ощущение того, что он пошел в свободное плавание, что он живет отдельно от нас жизнью, что его где-то слушают. Потом от издателей наших прилетели фидбэки, что там они попадали в какие-то топовые сборки у них. Это очень приятно, кстати. Вот. Но все равно мы напечатали диски. Именно воспоминания о первом альбоме, с чем еще связаны? Была описана... Мне было там 20 с копейками лет. Да, была описана ситуация абсолютно счастливого человека, который ошалел просто от счастья создания. Так и есть, конечно. Не, в 20, там, не помню, сколько мне было, 22, 23 года. Вообще ошалеть дело не хитрое. Поэтому, то есть это же такая юность твоя, и с ней всегда связаны самые яркие воспоминания в твоей жизни. А тут, когда ты такие еще устраиваешь себе праздники, это, то есть космос, конечно, это очень круто. Были какие-то конкретные выражения, узнавать стали? Либо... Узнавать стали, наверное, когда мы... то есть песни стали крутить с года 2003, наверное, когда у нас появились первые веб-дизайн, там вот эти все. А прям узнавать стали в году 2005, потому что мы тогда издали неплохой альбом, апрель он назывался, и нас стали таскать часто на вот те самые телевизионные программы, которые тогда просматривали, еще раз повторю. Ну и да, и на остановочках троллейбусных, и в троллейбусах стали узнавать, да. А ты ездил в троллейбусах? Конечно, а где мне было ездить? 25 лет. Как это происходило? Самый памятный раз, когда тебя узнали? Либо первый раз, когда тебя узнали? Да я не помню, это очень давно было. Сначала было просто безумно приятно.
Потом приятно до сих пор, просто сейчас острота ощущения уже не та, притупилась, конечно, но всякий раз я с пиететом отношусь к людям, которые к тебе подходят, там сфоткаться или там просто что-нибудь сказать, руку пожать иногда подходит. На кассах иногда мне нравится, стоишь в магазине, длинная очередь за тобой, рассчитываешься, и кто-нибудь начинает с тобой вот там сфоткаться или там автограф, а люди стоят, ждут. Там. Вот это бывает неловкость. А так вообще, ну нормально, к этому привыкаешь, как ко всему. Главное не охреневать от этого всего. А был период, когда хотелось охренеть? Конечно. Год 2006-2007, когда у нас был пик, у нас был альбом такой «Босиком по мостовой», он прям сильно-сильно выстрелил тогда. И я тогда ощущал, что вот лет 40 ближайших можно просто альбомы не выпускать уже. И следующий альбом вышел в 2007, потом в 2008. Работать мы не перестали. Но было ощущение пару лет, что вот да, что ты типа поймал удачу за хвост. Вредное ощущение. Но это вот все должны пройти испытания огнем, водой и медными трубами. Вот мне кажется, медными трубами мы уже прошли испытания. Сейчас очень адекватно и спокойно относимся к тому, что происходит с нами и вокруг нас. Успешно прошли? Я думаю, да. Окей. Это прошло, сейчас у тебя есть новый альбом. Объясни мне, пожалуйста, на практике. Сделать альбом, записать его. Сколько это денег? 10 примерно. $10 000. И вы принимаете Плюс-минус. И вы принимаете решение бесплатно это все лить в сеть. Так? Объясни мотивацию. Мотивация простая, ситуация в стране. И я же вот езжу вот в эти дворы, да, вот играть концерт. Я же не за деньги там играю. Ну, хотя мог бы и за деньги, условно говоря. То есть обычно мы играем за деньги, так устроен шоу-бизнес. Но я же приезжаю, и все остальные белорусские музыканты, многие приезжают и играют. То есть причина бесплатного релиза – это вот скорее почувствовать себя частью вот этой большой нейросети, в которую сейчас превратилась Беларусь, превратился народ. Тотальное взаимопонимание, взаимопомощь. Когда люди на первых маршах возле стелы воду привозили. Я помню, мы стояли возле БТ, пиццу какие-то, приехал джип, раздал пиццу и уехал. Да, вот это что? А вот это ощущение того, что мы становимся народом, это очень важная в истории Беларуси ситуация. Я хочу быть частью этого всего. Потому что это исторически очень важный момент, который действительно войдет в учебники истории. И у тебя есть что людям дать, и мы же долго думали, вообще в тему ли сейчас, в принципе, издавать альбом. Другой вопрос, за деньги или бесплатно. Потому что вот эта нервная, рваная медиаповестка, в которой мы сейчас живем, она не предусматривает вот такой типа новость. То есть там тут посадили 100 человек, здесь избили еще 50, а у Джей Морс выходит альбом. Ну, такое. И мы долго думали, вообще делать это или нет. И потом решили сделать, и я теперь понимаю, что мы сделали правильно, потому что, оказывается, людям-то все равно хочется жить, и сегодня. Люди не перестали любить, не перестали испытывать какие-то теплые чувства, и людям нужна музыка сейчас. Возможно, как никогда раньше, возможно, сейчас самое время выпускать был альбом. И, конечно же, его нужно было всем срочно раздать просто, как вакцину коронавируса. Может быть, в это. И судя по фидбэку, так мы оказались правы. То есть это было сейчас нужно. И двойная удача, что додумались, вот Оля додумалась просто выложить именно в Телеграм, потому что это очень удобно распространять через Телеграм. И я очень доволен, что эти песни люди услышали, потому что на самом деле основная задача любого артиста, если ты не продюсерский проект, а в принципе артист, чтобы тебя услышали. Ты издаешь альбом для того, чтобы эту музыку услышали. Потом они придут на концерты и купят билеты, и ты заработаешь на этом. Но сейчас надо, чтобы они хотя бы услышали. И многие писали благодарственные такие тексты про то, что спасибо, вот как никогда сейчас хотелось согреться. Музыкой, например, да. Так что вот такой длинный ответ на твой вопрос. Середина нулевых. Вы получили несколько там рок-корон. Но вот когда ты читаешь вот сейчас, что там рок-короли, Джей Морс, тебе как? Я понимаю, что это часть истории развития белорусской музыки. Люди тогда вкладывались и делали то, как видели тогда. Они ощущали дыхание того времени. Они верили в то, что они делают. И так устроена логика истории, что многое из того, что было там давно,
выглядит сейчас наивно. Если пофантазировать, за все время существования Беларуси кто главный рок-король? Я думаю, что это Леон Вольский, без вариантов. Почему? Потому что это самый... Он верит в то, что он делает, он последователен, он минимально подвержен конъюнктуре, он не меняет своего отношения к своей музыке, к своему творчеству. Я имею в виду не по форме, а по сути, по содержанию. И он до сих пор на плаву. Это к вопросу о том, что делать артистам, которые типа становятся взрослыми. Просто брать и делать. Вот он из тех артистов, которых я еще в школе слушал, и которые до сих пор делают альбомы. Вот это правильно и круто. Для белорусской музыки, для белорусской культуры больше, чем Леон Вольский на сегодняшний день никто не сделал. Даже просто статистически можно посчитать. Вот и все. И у меня с ним есть пару дуэтов. Несколько мы делали с ним песен вместе. И я, честно говоря, рад этому. Это очень круто. Окей, 2006 год и скандал на рок-коронации. Что произошло, напомню? Нам сказали, что сейчас выйдет Миленкевич и вам выдаст рок-корону. Миленкевич на тот момент кандидат в президенты Республики Беларусь. Да, было два кандидата. Основных был, собственно, действующий. И был Миленкевич. У меня отношение к политике, оно, в принципе, и не поменялось. Политика – это достаточно грязная лицемерная хрень, где просто соревнование, кто в большей степени умудрится народ надурить. И я тогда, когда понял, что мы сейчас участвуем в предвыборной кампании Миленкевича, и никто с нами этого не согласовывал, сказал: ребята, либо не Миленкевича, либо мы не выйдем. Вот зачем мне сейчас? Я видел его выступление от ПБТ. Мне он показался вялым и неубедительным человеком. Я на тот момент принял решение, что вообще лучше ни за кого не буду голосовать, потому что... Ты не пошел или было против всех у тебя? В том году я не помню, что было в бюллетенях. Если против всех, значит против всех. Если не было, значит не пошел. Я не помню, как это было конкретно тогда. Но ситуация в этом году принципиально отличается, потому что в этом году это не было конкуренции двух кандидатов, где ты должен выбрать, за кого топить, а потом за него топишь. Потому что вот этот триумвират, который мы видели перед выборной кампанией, да, три девочки, это скорее они олицетворяли собой желание народа провести честные выборы и перевыборы, условно говоря, да, через какое-то время. Потому что тех кандидатов, за которых я охотно бы проголосовал, и многие, их просто сняли, да, по разным причинам, на мой взгляд, крайне сомнительным. Вот. И поэтому то, что происходило в этом году, это не выбор между двух кандидатов, и а это выбор, народ борется со злом, это другое. Тогда это было не так. Тогда я был человеком, который скептически относился к политике. Я говорю: ребята, вот это мне тоже не сильно устраивает. Давайте-ка вот без цирка. Я не хочу поддерживать кандидата, за которого я не пойду голосовать. Вот с какого хрена он сейчас выходит и будет дарить мне корону? Мне это не устраивает. И ты встал и ушел? Нет, это было до выхода на сцену. Нас предупредили там друзья, что типа так будет. Нас никто не собирался ставить в известность. И мы сказали, что, ребята, мы, наверное, не выйдем, извините. И мы не вышли на сцену. И скандал. И отгребли так, что мало не показалось. Что там предатели, сыкуны, там трусы и все прочее. Да. Как ты это переживал? Было неприятно, но пережил. А я последовательно к этому ко всему относился и отношусь, и буду относиться. И, мне так спокойнее. То есть я бы и сейчас так поступил. Скажи, пожалуйста, концерт с президентским оркестром – это взаимодействие с государством? Нет, конечно. Зайдите, посмотрите, кто такие музыканты президентского оркестра. Это не чиновники, это музыканты, которые играют в кавербендах, играют в барах, там, не знаю, еще где-то, у которых свои квартеты. Это люди, которые нашли работу. Оркестр прекрасный. Сейчас не знаю, тот дирижер, с которым мы работали, Виктор Бубарикин, уже там не работает, но когда мы с этим проектом пришли и стартанули, я удивился, потому что у меня не было представления, что такое оркестр. Это очень крутая машина. То есть это мега профессиональная такая история, когда там сидит 50 человек, и все одновременно играют так, что это можно слушать, что это хорошо, что это звучит. И когда мы на репетициях, они прямо с листа, прямо с первого раза, мы впервые пришли на репетицию, они с листа стали играть, мне прямо аж мурашки по коже. Это очень круто, это интересный проект. Мы сделали с ними, потом, когда ушел Виктор Бубарикин, дирижер президентского оркестра, собственно, из оркестра, мы сделали с другим оркестром еще.
И эта программа у нас на МАЗи. Мы надеемся, что еще не раз ее сыграем, потому что оркестры Беларуси достойные есть еще. Но пока не знаю, когда, потому что концертная деятельность сейчас находится в таком сомнительном состоянии. Вас в этом году звали играть на эти концерты за Беларусь и так далее и тому подобное? Нет. Когда последний раз было попытка? Я уж не помню. Я думаю, что уже несколько лет как не зовут. По-моему, не помню. Не, давно уже, слава богу, недавно уже не зовут. Самая памятная история вашего отсутствующего взаимодействия с государством была, по-моему, накануне 2010 года. Что имеется в виду? Едва не состоявшийся из-за баскетбольной тренировки концерт. Да. У нас вышел альбом тогда «Электричество». И это был памятный очень год. Мы сделали тур, который начинался с Дворца спорта. Потом Беларусь и еще раз Дворец спорта. Мы играли. И какой-то, по-моему, первый Дворец спорта был под вопросом. Потому что это была осень, и были опять паровозики эти за Беларусь. И мы у них не поехали. А как это происходит, объясни? Звонят директору, либо звонят тебе и говорят, поехали в паровозик. Да. Но вы такие интеллигентные ребята, вы очень красиво соскакивали, да? Конечно, мы никогда никого никуда не отсылали. У вас есть... Мне же не звонит какой-нибудь там представитель Министерства зла. Звонят обычно те же люди, с которыми ты и так знаком, которые работают на телеканалах, с которыми ты пересекаешься на съемках, которые тебя зовут на программы музыкальные какие-то. И вот они тебе звонят и говорят, а теперь вот такое. Я говорю, слушай, мы не поедем. А что сказать? Придумайте что-нибудь там условно. Или мы сами что-нибудь придумаем. Не надо нам. Для нас это парафин. Соскочили, а потом заявили в эти же примерно дни свой сольник. И, видимо, там кому-то не понравилось, что туда вы не поехали, а здесь вы делаете в этот день концерт. А как раз прикол в том, что в этот же, по-моему, день в Минске их этот концерт за Беларусь был прямо рядом где-то. Была же уже, по-моему, арена, Минская арена, да, вроде бы. По-моему, Минская арена он был, да, где-то рядом. И вот это все кого-то навело на мысль, что надо бы концерт этот закрыть. И попытались с нами его закрыть. А я тогда что-то разозлило меня это. Я стал писать какие-то блоги свои, потом это в «Комсомольскую правду» попало, потом какой-то скандальчик из этого, что концерт отменяют. Часто это дело не хитрое. Тогда, на тот момент, это было способно вызвать резонанс. Вызвало. В итоге они все откатили назад. Но это было потом, это повлекло за собой период какого-то игнора, правильно? В 2006 году, можем отмотать назад 2006, когда мы не вышли на рок-коронацию, да? Мы же не вышли на рок-коронацию, и в этот же год мы же отказались ехать в паровозик. И мы были в ситуации, когда нас фигачили те, кто за Миленкевича, потому что мы его так продемонстрировали свой эфир. И в этот же год нас на полгода сняли со всех радиостанций за то, что мы не поехали в паровозик за Беларусь. Все это было в рамках одного года. Поэтому у нас к этому не привыкать. Как это объясняется? Это период вашей лучшей формы практически, да? Это был первый такой альбом, который выстрелил. То есть очень актуальная группа вдруг пропадает. Что говорили вам? Звонили мне мои приятели, редактора, знаменитую фразу «Старик, ты же все понимаешь». Как ты пережил этот период? В 2006 год тогда было тяжело. Было неприятно, потому что тебя смочили с двух сторон одновременно. Тут тебя мочили эти товарищи, а там тебе... Тогда было, в принципе, участие в телевизионных программах, была рейтинговая штука, которая позволяла тебе... И продажная штука, которая Конечно, да. И радиостанции тоже играли большую роль. Никаких стриминговых платформ, ничего этого не было. Это было больно. Нас на полгода сняли, потом вернули. То есть, как-то так. А как состоялось возвращение? Я не знаю, как-то раз и все. Позвали куда-то на какую-то съемку или что. Я так понимаю, что они вообще сами это делают, страхуются. Не думаю, что там кто-то звонит из Министерства зла и говорит, так, вот этих уберите. Министерство зла это что? Не знаю, администрация президента, там еще что-нибудь. Я условно говорю, не знаю. Например, наша отмена в этом году в сентябре в Молодечной, я прямо не уверен, что это прямо какое-то централизованное было не из центра пришло действие, да. Люди на местах считывают повестку информационную и страхуются. И такие ситуации гораздо чаще происходят, чем какое-то мочилово целенаправленное из центра. По опыту личному могу сказать, что так. Потому что у нас были разные конфликты. Например, мы приехали один раз играть какой-то день города в Гродно. И ты увидел там растяжку БРСМ. В
Ты, видимо, готовился к интервью, да. Ну и что? Ну, Приятно, что на части интервью ты это понял. Хорошая шутка, да. Да нет, я понял давно. Ну и вот то же самое было, не помню, какой-то год, когда... Подожди, расскажи, пожалуйста, ты приезжаешь в Гродно, играть на дне города, вы договорились, ты как бы любишь Гродно и готов дарить им музыку, Да-да-да. ты выходишь в саундчек. А там висит лозунг БРСМовский «Сделай правильный выбор». В этот год, этой осенью, проходили выборы в парламент белорусский. И БРСМ не та организация, которую я ассоциирую с своим политическим выбором на сегодняшний день. И на тот момент тоже говорю, ребята, это концерт группы G-Morse «День города». Давайте мы вот это снимем, потому что, справедливости ради, вас Руслан предупреждал. Ну, то есть мы всегда, когда происходит договоренности о концертах, о таких вещах договариваемся. Уточняем, что, ребята, вот это неприемлемо на сцене, например. И так далее. Они говорят, да, хорошо. И повели нас в гримерку. Гримеркой оказалась местная ячейка БРСМ. Милые, приятные ребята, накормили нас печеньем, напоили нас чаем. И говорят, ну мы сейчас там все снимем. Ну ладно. Возвращаемся, ничего не сняли. Я говорю, ну мы не шутим, мы действительно просто сейчас возьмем и уедем. Понимаешь, что мы тогда сами попадем на транспортные расходы Гродно-Минск, Минск-Гродно и так далее, вернее, Минск-Гродно, Гродно-Минск, что не будет концерта, что придется извиняться перед публикой, но это принципиальный момент. Пожалуйста, снимите. Ну хорошо, сейчас не снимают. Потом через какой-то момент, прямо это была Центральная площадь, где-то из исполкома выходит делегация таких чуваков в галстуках, в костюмах. Чин-чин-ченнел такие, да? Тум-тум, идут к нам такие братья Блюз. И подходит, и вот эта фраза, почему я вспомнил, ну вы же понимаете. И я тогда не понял, что-то мы взяли и пошли в автобус сидеть в свой, за сценой он стоял, и ждать, пока они примут решение. Ну, не снимем. Ну, извините, и уехали. А, правда, нам там звонили, не мне, правда, Руслану звонили, прямо по дороге в Минск, когда мы ехали. Тоже нам угрожали, что не дадут нам жизни, там какой-то. Кто звонил, не знаю. Кто-то там, надо Руслана спрашивать. Ну, поэтому такие истории нас, мы в Беларуси живем, такие истории сопровождают многих музыкантов. Как так случилось, что вы отыграли концерт на открытии ресторана в Любяже? Очень просто. Вообще просто. Это были зимние корпоративы. Мы получили заказ на презентацию, на открытие 3 ресторанов. Это конвейер. Ты приезжаешь, играешь и уезжаешь. Вот до этого мы сыграли на открытии ресторана «Фабрик». А механизм очень простой. Приезжаешь на саундчек, отыгрываешь и уезжаешь. Мы в Лебяже приехали на саундчек, уехали. Вечером приезжаем, а там собаки, охрана и все прочее. И нам говорят, что вот, приедет глава государства. Ну ладно, приедет, и не раз перед ним выступали. Были же какие-то там эти, какие-то, как они назывались, «Мисс Беларусь», вот эти все штуки, где во Дворце спорта были концерты большие. Мы часто участвовали, ну и там на славянских базарах мы участвовали. Ну то есть для меня это не повод там убегать. Ну будет хорошо. Нас позвали на открытие ресторана. То есть они что, не имеют права позвать гостям кого угодно? Ну, имеют. Ну, что, не повод уехать. Отыграли концерт, уехали. Конвейер. Потом еще какое-то открытие сыграли. А скандал там был, насколько я понял, что потом оказалось, что с этим рестораном не все чисто там по экологии. Там они чего-то... Там много. Намутили чего-то, да. Ну, я не в повестке был. Я просто делал свою работу, ну и вляпался. То есть сейчас говорится, что вот, грубо говоря, в каталоге зашкваров группы G-Morse это один из топовых. Ну, не знаю. Я, честно говоря, у меня нет связи с этим каталогом. То есть я этого не ощущаю на себе никак. Потому что негатив не запоминаешь, да? Наверное, да. Не, понятно, что, наверное, люди, которым не о чем больше говорить, или для которых это кажется важным, они об этом говорили, говорят и будут говорить. Но наша правда очень простая. Мы не проводим, не заказываем глубочайшие исследования каждого заказчика на концерт, который нас зовет. И когда мы до концерта понимаем, что это зашквар, как ситуация в Гродно с плакатом, мы реагируем. На тот момент не было никаких оснований для нас считать, что это зашквар. Потому что не читаю я блоги и понятия не имею, что это за ресторан и что там с ним не так. Знал бы, наверное, отказался. Зачем нам эти зашквары? Не знал. Хорошо, получил там. Видимо, там был какой-то негатив. До меня он, правда, не доходит. Мне в личку никто не писал ничего плохого. Но где-то там, наверное, на каких-то блогах обсуждали. Ладно, слушай, у меня кожа толстая. Зашквар и зашквар. Будем жить дальше. Слушай, а как видео проникло в сеть? Не Какое помнишь, там же, насколько я понимаю, там стало известно о том, что был и, соответственно, там
топы были, и то, что кто там выступал, это стало за счет известно какого-то чего-то видео. А я даже этого не знаю. То есть, как узнали, что мы там выступали, я не знаю. То есть, во-первых, мы этого не скрывали. То есть, мы не знали, что это зашквар. На тот момент знали, наверное, скрывали. А как я видел видосы с этого мероприятия, которые снимали какие-то гости. Ну, там, в сторис там куда-то выкладывали. Ну, А телефон уже забирали? у нас, да. У нас забирали. У них, наверное, нет. Ну, откуда я знаю? Мы там провели минимальное количество времени. Мы отыграли и тут же уехали. Ну, типа, не самая комфортная обстановка. Ну, ты себя использованным не почувствовал? Мы отыграли концерт, и нам заплатили наш гонорар. Если бы я понял, что нас подставляют, я бы там не играл. Более того, я подозреваю, что они сами не думали, что они нас подставляют. Люди, которые делали вот это все мероприятие, у них же не было в голове, что давайте мы Джей Морс То подставим. есть ты хочешь сказать, что это не та история, когда ты почувствовал себя использованным в истории с Миленкевичем? В истории с Миленкевичем, да, использовали, а здесь нет. Мы отыграли за гонорар концерт. Ну, я же говорю, вот чем отличается. То есть в тот момент для нас это был точно такой же концерт, который мы за неделю до этого сыграли в фабрике. Да. Вот по всем внешним объективным факторам это одна и та же работа. Вот. Это конвейер декабрьский. Вот артисты могут подтвердят, это всегда так. Ты ездишь, играешь концерт. Ну и все. А на этот вот херак и пришел еще президент страны. Возникает вопрос, как ты живешь, на что? Альбомы у тебя выходят раз в 5 лет, концертов нету, корпоративы некуда. Объясни мне, что это за финансовый год? Этот финансовый год похож на... Кошмар. Да, похож на кошмар. Похож, вот если видели эту сценку из Comedy Club, кажется, где Батрудинов с Харламовым. Видели, да, про кому? Да, Чувак он из Кома. просыпается и не понимает, что происходит. Да. Но это тяжело, потому что год был забюджетирован, год был запланирован, альбом должен был выйти весной, все должно было быть по-другому, тур должен был быть осенью. В итоге мы имеем альбом осенью, и все равно мы планируем презентацию альбома на февраль в Минске, и мы все равно планируем тур по Беларуси. Ну, то есть зачем им помогать? Надо пытаться жить своей жизнью и планировать то, что нам нужно. Будут мешать, будем реагировать. Ну, сейчас у нас вот такой план. Мы хотим весной сделать тур в поддержку альбома и концерт в Минске. Вот. За что живем? Ну, слушайте, за последние 7, наверное, уже месяцев у нас было там 2 концерта за гонорары, может быть, 3 каких-то. И 1 за донаты. Когда мы в песочнице не сыграли, когда пришли люди, нас разогнали, мы поехали в студию, сделали онлайн-концерт, и нам накидали нормально донатов, соизмеримо с нашим гонораром. Нормально это сколько? Ну, с нашим гонораром соизмеримо, там, 7-8 тысяч рублей, я не помню точно. Ну, то есть, насколько я помню, что корпорат не в Новый год, это $4000, в хорошие времена было, и если елки пошли, то это $7000 уже. Это к Руслану. Ну, цифры такие, да, примерно. И вот нам накидали один раз, вот спасибо, кстати, пользуясь случаем, всем спасибо, кто участвовал в этом мероприятии, нам это очень помогло тогда. А в основном, как и все мы проживаем, то есть все люди, которые сейчас занимаются, не знаю, шоу-бизнесом, что еще легло, рекламный бизнес, наверное, сильно лег. Все проедают сбережения свои, мы не исключение тоже. Проедаем сбережения, редкие заработки какие-то. Позволяет оставаться на плаву, желание работать дальше все равно. Вот я для себя такое придумал правило, что представь себе, что ничего этого нет, а у тебя есть все равно твои заботы, твои задачи, твои цели, к которым ты идешь. Ставь их, собирайся с друзьями, планируй и иди вперед. Мы так и делаем сейчас. Это помогает психологически. А тебе приходилось ужиматься в этом году? Ужиматься? Да. В каком смысле ужиматься? Ну, финансово. То есть у тебя был какой-то прожиточный минимум X, он стал там 0,5X, например. Я очень плохо дружу с финансовой дисциплиной. Поэтому я задаю вопрос, как ты живешь. Я из тех, кто понимает, что что-то не то, когда деньги уже кончились. То есть я плохо там умею все это там. Так, на 3 месяца надо было на 2 месяца денег, теперь нужно на 7 распределить. Так, значит, я буду есть теперь кильку в томате. Вот это не про меня. Я так не живу. Но, конечно же, приходится сейчас меньше покупок делаешь. Ну, то есть, да, уровень жизни-то упал, естественно. Ну, например, какие-то видео, которые мы собирались снять в поддержку альбома. Мы, кстати, сняли в августе парочку на 2 песни. Собирались снимать сейчас осенью в поддержку альбома еще один, но перенесли на зиму. Просто потому, что не смогли толково забюджетировать это. Ну, то есть, вот такие вещи, да. А сколько тебе нужно для счастья?
Мне нужно, вот смотри, у меня такая позиция, мне нужно для счастья, чтобы я не думал про деньги, и все. А сколько это фиг его знает? Это много, наверное, чтобы не думать про деньги. Не уверен, что я прямо как атомная электростанция потребляю денег. Нет. Ну, какое-то количество для того, чтобы... Я не сильно прихотливый человек. То есть бытовой комфорт – это не мой конек. Я вот люблю путешествовать. Тоже, кстати, еще до веселья. У тебя очень плохой год. Ну, кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, мне в апреле уходящего года у меня был день рождения. Я обычно свой день рождения никогда не планирую. Я не продумываю за месяц, куда я пойду, с кем. Вот это не люблю. Я просто просыпаюсь утром в день рождения, иду куда-нибудь, сижу, тусуюсь, кто мне позвонил, подъезжаю, тусуемся вместе. В этом году, еще прошлой осенью, нет, получается, в этом году, это получается зимой, я придумал на свой день рождения поехать в Лос-Анджелес на концерт группы Eagles. Я купил билет в Лос-Анджелес, я купил билет на концерт Eagles. Я пошел, получил американскую визу и никуда не полетел. Так что я кайфанул вообще в этом году, круто. Ну, фиг с ним, денег-то, конечно, жалко, но и мы настроились, мы летели с друзьями, должны были лететь с друзьями, мы должны были прилететь на концерт, отпраздновать день рождения мой и моего друга, у которого совсем рядом в эти же дни. Потом мы 3 недели должны были ездить по штатам, арендовать машину. У нас маршрут был распланирован, везде гостиницы забронированы, везде билеты куплены на все музеи, там все на свете. И мы никуда не полетели. Вот это, конечно, было обидно. У тебя образование юриста. Да. Бывшие юристы бывают? Ну, очевидно, да. Я сейчас вряд ли компетентен как юрист. Ты в нынешней ситуации смог бы работать по основной своей профессии? Мне бы пришлось очень много наверстывать. Ну, есть одна сфера, в которой я поддерживаю себя более-менее в форме. Это авторское право, право интеллектуальной собственности, потому что в силу того, чем я занимаюсь, это мне постоянно нужно знать. В силу того, что мы издаем музыку. В остальных сферах нет. Я уже теперь, я не знаю, год-два мне пришлось бы восстанавливать все. Я имею в виду конкретно нынешний контекст и ситуация с дефолтом права, которая часто происходит. Какая у тебя рефлексия по этому поводу? Ну, в Белоруссии сейчас, на мой взгляд, как говорят на «Эхо Москвы», по моему субъективному мнению, происходит вот то, что сейчас сказал, дефолт права. То есть абсолютное целенаправленное, демонстративное игнорирование законодательства. Мысли по этому поводу? Это плохо. Это вызывает гнев. Это всегда было в Беларуси, но часто происходит демонстративно, типа под лавку. И это, вызывает обратную реакцию у людей. Это просто накапливает антирейтинг того, кто это делает. Во что это выльется? Это похоже на пароварку, где постоянно подбрасывают бревна, топят, чтобы вот это все кипело. Я не понимаю, зачем они это делают. Ну, то есть, и не дай бог у этого всего сорвет крышку. Это могут пострадать все. Это плохо. Зачем они это делают, я не понимаю. То есть, возможно, они хотят спровоцировать конфликт гражданский, чтобы потом развязать все руки и вообще всех расстрелять нахрен. Я не понимаю, зачем они это делают. Но такое ощущение, что вот народ, может быть, и успокоился бы уже, но они не дают. Они каждый день злят еще больше. Наверное, кто-то из них думает, что они могут так запугать всех. Не уверен. Они слишком себе накопили антирейтинг, а он просто так не улетучится. Вопрос для больной фантазии. Ты бы смог вот сейчас работать в юриспруденции? Ну, смотри, что касается меня, я никогда не занимался тем, право это же как врачи, то есть есть совершенно разные истории, да. Да, дантисты, есть кардиологи. Моя сфера никакого отношения не имела к тому, что сейчас могло быть востребовано. То есть административное право, уголовное право, я никогда этим не занимался. У меня было хозяйственное, гражданское, торговое, вот это все. То есть это немножко другое. Поэтому я бы не мог работать сейчас в любом случае в этой сфере. А как ты менял юриспруденцию на творчество? Насколько это был мучительный процесс? Ну, вообще, я очень долго совмещал. Я уже в 2006 году, у меня было 2 успешных альбома. Я то в галстуке, у меня были приличные клиенты, была фирма своя, правовое обеспечение бизнеса называлась. У меня был такой диссонанс, что ли, когнитивный, когда ты вот днем сидишь в офисе, у тебя переговоры, ты там в рубашке, в галстуке, а вечером берешь гитару, у тебя там фестиваль, концерт какой-то.
И это, очень тяготило меня. Начинало тяготить. В какой-то момент я просто... Один раз у меня было, что я позвонил друзьям, говорю: ребята, я не буду больше рок-н-роллом этим вашим заниматься, у меня работы много. Принял такое решение, что вот все, я, наверное, все-таки вот этим займусь. Я этому учился 5 лет, в конце концов. И все такое. А потом выяснилось, что все наоборот. Я свою фирму юридическую продал другу и стал заниматься музыкой полностью. Ты за большие деньги бизнес продал? Нет. Просто человек мне помог избавиться от всего вот этого. Это был скорее способ освободиться, а не заработать. Моей маме очень нравится Джей Морс. Я часто это слышу. Тебе это приятно или обидно? А и то, и другое. Разложи, пожалуйста. Во-первых, у нас... Как я определяю свою аудиторию? По тому, кто приходит на концерты. На концерты приходят люди 40 и 20. То есть вот мама моя, грубо говоря, и... Да. И, то есть и те. Про мам, понятно, у мам больше история знакомства с группой, потому что, если это мама, то она, скорее всего, моя ровесница, может быть, и старше, да, то есть она помнит мои какие-то старые альбомы. Но есть люди, которым сейчас 20-25, они тоже приходят на наши концерты, которые знают последние, может быть, 2-3 альбома и песни, которые не знают старого. И ты понимаешь, что ты тех не потерял, но новых приобрел. Поэтому, с одной стороны, обидно, что человек приходит и говорит, что не мне нравится, а там моей маме нравится. Это часто, кстати, это бывает, что подпишите моей маме диск. Вот это все. Обидно, когда у тебя за вечер 5 подпишите моей маме диск? Нет, такого не бывает. Вот пару лет назад началось, что Ты сказал ключевое слово для мам — диск. Просто ты понимаешь? Диск, да. Так, собственно, для мам их в машину и так далее. Тут же логика истории, правда жизни в чем? То есть мы группа, которая на плаву 20 лет. Понятно, что у нас должна быть аудитория возрастная. И слава богу, что она у нас есть. Мы ее не растеряли. Мы очень ей дорожим. И при этом, слава богу, что есть те самые молодые, которые подходят к нам и говорят, что про мам. Сам факт, что он к нам подходит, то есть молодой с нами общается, да, человек. Он же как-то попал на наш концерт, чтобы сообщить про маму. Вот я про что. Почему обидно? Потому что чаще подходят именно попросить автограф для мамы, а не для себя. На самом деле, я достаточно фигурой речи обидно. Конечно, мне радостно, что есть и те, и другие. Вот. И у нас нет задачи пытаться заигрывать с трендами. Это всегда смешно выглядит. То есть какой-то остов, не знаю, культурный скелет, опора, которая воспитала в тебе чувство прекрасное, то, которое у тебя есть, на базе которого ты делаешь музыку, оно не поменяется никогда. То есть я никогда в жизни не смогу делать музыку как Моргенштерн, хотя мне вкатывает некоторые треки. Я ее понимаю, а это качает, но я так не могу сделать. Ты хвалил еще Фараона. И Фара мне нравится. Очень, это два, да? Очень атмосферно, да. Из белорусских, именно из молодых актуальных? Низкий я очень люблю. То есть, пожалуй, одна из самых лучших. На мой вкус. Я такую музыку слушаю, люблю. И появляются постоянно новые. Это хорошо. Слушай, главное на хайпе Тима Белорусских. Наверное, он хороший артист, но я в этой музыке ничего не понимаю. Мне не вставляет. Кош? Для меня это такой Высоцкий для молодежи. Ты уважаешь успех или творчество? Смотри, я такую музыку не слушаю, но это никак ее не характеризует, это скорее меня характеризует. Но то, что он собирает большую аудиторию, и его многие любят, значит, он делает что-то очень важное и полезное. Поэтому он хороший артист, скорее всего. Ты амбициозный? А как можно быть неамбициозным, если ты артист 20 лет? Вот именно этот момент. В плане амбиций, каково понимать, что ты теряешь актуальность? Был период, когда я переживал в связи с этим, что ты уже не молодежь, тебе уже подходит пару лет подряд и говорят, что когда я было в 3 классе, мне очень нравилась ваша эта песня. Или из разновидности «Маме». Тут же какая история? Это твой выбор. Как продолжать, идти. Да. То есть ты можешь стать с группой, которую забыли, а можешь стать, не сравнивая себя буквально, просто как пример, с Питером Гэбриэлом, который как был актуален 20 лет назад, так и сейчас, выпуская новый альбом, охренительный какой-нибудь очередной, делать что-то крутое, или тот же Пол Маккартни. То есть это твой выбор, ты можешь устать от музыки сам. Группы не забывают не потому, что они старше становятся, а потому что они сами устают от того, что делают. Им просто самим неинтересно
народ это чувствует всегда, публика чувствует. Она забывает артиста не потому, что он старый, а потому, что он ничего не делает. Яркий пример я привел, как артисты, которые, там, вот тот же Пол Маккартни, ему скоро 80 лет, наверное, не следил, и вот у него выходят постоянно новые альбомы. Это же прекрасно. Ты можешь сравнить резонацию от ваших топовых альбомов середины десятых, 11-й год и вот сейчас? Не могу, потому что по-разному статистика. Там продавали диски. Я из старых я знаю, что самый хорошо проданный был альбом «Босиком, по-моему, с тобой». Конкретные значения есть какие-то? Там десятки тысяч дисков были проданы долларов. Это были вот 2006-2007 год. А в 2010 году уже появились интернет, какие-то продажи нехитрые на тот момент, насколько я помню. А сейчас стрим. Сейчас стриминговые платформы, у меня статистика приходит не каждый месяц, у меня так настроено, что... Но это все ты отслеживаешь, да, в команде? Ну, я и есть специалист. У нас есть издатель в Москве, который курирует все наши паблики, все наши публичные эти платформы, где продается музыка. Вся эта статистика у нас есть. И, конечно же, сейчас очевидно, просто в силу того, что мир стал более мобильным, более информационно доступным, конечно, сейчас же альбомы продаются лучше. Потому что ты просто распространяешь скачки. Да, через Яндекс.Музыку, через Deezer, через там, и Spotify, и Apple Music и так далее. Ну, конечно, сейчас больше. Объясни, снова-таки энциклопедический вопрос. Структура заработка, как с этого делается, со стримов? В смысле как? То есть у музыки есть владелец. Да. По мере того, как эта музыка распространяется по стриминговым площадкам, ему начисляется за это гонорар. Он получает деньги. То есть я правильно понимаю, что все, что ты написал за 20 лет, все на тебя сейчас работает? Ну да, на меня и на моих соавторов. Я же не один пишу. А можно объяснить, что это за доходы? Примерно. Они растут. С каждым годом они растут. Не потому, что музыка моя популярнее, а потому, что сами сервисы становятся популярнее. Поэтому сейчас это не те деньги, с которых можно жить. Но динамику я замечаю, что это, эти доходы растут. Ну то что это, сатен какой-нибудь в месяц ты можешь получить со своей музыки? Сотку? Можно даже больше. 200 или по 500? По 500. Слушай, я не знаю, я просто так получилось, что мы где-то раз в полгода эти деньги забираем. Я просто не поделюсь сейчас точно, там надо еще смотреть. Там же суммарно это получается больше даже немножко, но все равно как бы это деньги, которые не являются основными. То есть основной источник доходов у артистов сейчас, белорусских, хорошо, сделаю допущение до коронавируса, это были концерты. Правду говорят, что ты, в принципе, музыка ничего не нажил себе? Да, правда. Как ты к этому относишься? Спокойно. Мне вот с этим как-то вообще спокойно. У меня была какая-то шутка, мы сидели с другом, ехали в машине. А что у тебя будет, если у тебя будет $1 миллион? Спросил меня, я говорю, сними квартиру получше. Как-то так. То есть, у меня, да. Ты живешь на съемной сейчас? Да, сейчас живу на съемной. У меня как-то, я этим не кичусь, в этом нет ничего хорошего или плохого. Это просто мое отношение к жизни. То есть, ценное самое в моей жизни – это время и здоровье. То есть, 2 невозобновляемых ресурса. Все остальное – это инструменты. То есть, вот если у меня есть возможность издать новые песни, и на это есть деньги, отлично. Если у тебя нет денег, но есть желание издать новые песни, все равно делай, готовь, они появятся, эти деньги. И так всегда было и будет. У меня так. То есть, ты берешь что-то, делаешь, и деньги появляются. То есть, у тебя никогда не было заинтересованности в улучшении своих каких-то материальных условий? Я не идиот, они у меня есть, но они не приоритетны просто. Насколько я знаю, у тебя была и машина, и квартира, которую ты продал для того, чтобы улучшить технические, по-моему, с машиной, да, продал, а квартиру тоже продал, да. В общем, да. Не хочу детализировать, там объяснение тому, что это произошло, гораздо более сложное и многоуровневое. Я не хочу это посвящать, это слишком личное. Но смысл, в принципе, такой, что ты продаешь то, что у тебя есть, для того, чтобы Джей Морс, например, лучше звучал. Ни квартира, ни машина не проданы ввиду финансирования Джей Морса. Никак не связанные вещи. То есть это все легенда. Каким должен быть патриотизм? Умным. То есть? Иногда это превращается в ура-патриотизм, иногда это превращается в национализм. И есть примеры исторические, когда это превращается в фашизм или в нацизм. Да? То есть патриотизм должен иметь интеллектуальный базис. Угу. А каким должно быть правительство? Незаметным.
Какой должна быть музыка? Музыка никому, вот тут я не могу. Музыка никому ничего не должна. Любой. Музыка должна быть любой, что если ее слушает кто-то, кроме того, кто ее делает, значит это музыка. Какой должна быть твоя женщина? А моя женщина должна вызывать во мне эмоции. Острые, яркие, постоянные. Каким должен быть музыкант? Музыканту не должно быть скучно. Человек, которому не скучно, может быть музыкантом. Каким должен быть милиционер? Незаметным. Каким должен быть президент? Незаметным. Хороший блиц. Про книжки. Книга, которую обязательно стоит прочитать. Ой, слушайте, Муму. Почему? Потому что о добре и зле, и потому что учит чувствовать. Музыку, которую обязательно надо послушать. Раз в неделю у меня это меняется, конечно. На этой неделе музыка, которую обязательно нужно послушать. Вот на этой неделе я бы послушал... Я же кайфанул. Я переслушал Dig Out Your Soul. Это альбом Oasis 2008 года. Это их последний альбом, который не записали. И он божественный. Белорусский исполнитель, которого обязательно надо послушать, кроме Вольского. Кроме Вольского, Джей Морс, конечно. Кроме Джей Морс? Конечно же, очевидный ответ на вопрос. Это группа «Троица» должна быть. Потому что это, мне кажется, самый яркий этнопродукт, который... то есть представление о белорусской культуре, белорусской музыкальной культуре круче, чем вот эта музыкальная ячейка, никто вам не даст. Кино, которое надо обязательно посмотреть. Я вчера пересмотрел «Хоббита». А если серьезно, то мне нравится экранизация американская «Тихого Дона». Кстати, не знаю почему. Там где с Рупертом Эвереттом в главной роли. Художник, картины которого надо обязательно увидеть. Я бы сейчас Цеслера смотрел, честно говоря. Вова жжет. Вы знакомы, да? Конечно, давно уже. И я очень плохо разбираюсь в живописи. У меня есть на уровне нравится, не нравится, но я фамилиями никого бы никуда не загонял по каких-то фамилий называть. В Беларуси много хороших художников, слава богу. Место в мире, которое надо обязательно посетить? Непал. Почему? Потому что это другая планета. Для европейцев, особенно людей, которые в нашем культурной исторической парадигме, в нашем контексте, если по сравнению с Непалом, там Голландия, Гаага от Пружан ничем не отличается. По сравнению с тем, как если ты попадаешь в Непал. Другая планета, очень сильно очищает мозги. Причем не только Гималаи, не только храмы, не только религиозная терпимость, которая там есть, но и сами люди, как они относятся к жизни. Это потрясающе. Это надо ехать, это не пересказать. Надо ехать и разговаривать с ними. Место в Беларуси, которое нужно обязательно посетить? Пинск. Пинск? Конечно, Пинск. Это белорусская Полесье, я их называю белорусские баски. Это совершенно отдельный культурный анклав. Твоя цитата. «Одна из моих самых больших грез – дуэт с Пугачевой». Это была шутка на концерте, поскольку в этот же день, по-моему, был концерт у нее в Минске. А с кем бы ты хотел записать дуэт, если была возможность с любым человеком это делать? На самом деле, у меня нет такого, что если мне нравится артист, и автоматом из этого следует, что я хочу с ним записать дуэт, этого нет. То есть мне там нравится Элтон Джон или Пол Маккартни, или я не знаю. То есть мне нет желания с ними записывать дуэт. У нас с Леоном Вольским хорошо получилось, у нас там даже тембральные голоса вместе садятся отлично. Какие-то такие вещи. Пофантазируй все-таки. С Джимом Моррисоном. Просто потому, что во время записи я с ним могу просто поговорить. А если про Аллу продолжать, именно про женщин? У тебя тоже была шутка про Дженнифер Лопес. Ты любишь шутить? Вайнхаус, наверное, тогда. Просто интересно. Объясни мне, пожалуйста, «Веслоухая принцесса» из твоей песни, она как выглядит на практике? Это женщина. Что у нее с ушами? Средних лет. Сейчас все хорошо у нее с ушами. А тогда? А тогда не знаю. Дело в том, что эту фразу придумал не я. Это придумал Боря Штерн, мой друг, который мне помогает. В смысле как? Он пишет стихи прекрасные, иногда я их беру для песен. Припев песни про Веслоухую принцессу он придумал, я только запев. Но у тебя не было желания сказать: Боря, какая принцесса? Или тебе просто понравилось? Не, мне очень понравилось, да. То есть это такой был хлесткий образ, странный, непривычный, что я говорю, давай сделаем из этого песню, я куплеты допишу, и будет песня. И стала песня. И потом она очень сильно как-то так помогла нам, что ли. Мы ее до сих пор поем, редко, правда, но поем. Какой ты видишь свою старость? Я хочу как эти артисты, мы говорили в начале об этом,
у которых хватает желания и азарта заниматься музыкой до старости. Я тоже так хочу, это круто. Для меня вот это вот ребята, вот кумиры. Там Джон Ли Хукер какой-нибудь, там Питер Гэбриэл, Пол Маккартни. Человек пишет альбом сейчас новый, 80 лет. Ну это просто потрясающе, записал уже. А насколько ты счастлив прямо сейчас? Если по принципу счастья это отсутствие несчастья, то в данный момент, слава богу, все нормально. Поэтому, состояние не самое плохое. Бывало и похуже в этом году. А насколько счастливы белорусы в целом? Это двоякая история. Большое счастье, не перестану это утверждать, и, может быть, это уже и поднадоело за это интервью, вот это прозвучало, что мы перерождаемся в нацию. Так вот, это гораздо важнее, чем вот отдельно взятый исторический электоральный период, который мы сейчас переживаем. Мне кажется, то, что сейчас происходит, это болезнь роста. Это когда тебе вводят прививку с той же болезнью. Да. Вот то, что мы перерождаемся в гражданское общество, это важнее всего на свете. Потому что, понятно, что это все долго длиться не будет. А вот эта нейросеть, которая у нас возникла, она останется. Вот это важнее. Жизнь малина? Нет, жизнь не малина. Жизнь скорее чай. Почему? Потому что бывает остывает, но можно подогреть. Круто. Спасибо большое.